Там ваш, скажем, земляк, ну наш общий брат это Фаридун. Машаллах. Да, Адилов. Что думаешь по поводу боя Фаридуна Адилова против Вагнера? Вот Лысый здесь как раз, я думаю. А у Лысого какие планы? Тебя подставляют здесь. А потом 11 ждемте на ECA. Да, иншаллах. Там будет вообще бомба будет там вообще. Оставлю номер телефона, друзья. У меня самые доступные билеты по стоимости, друзья мои. Поэтому что я вам предлагаю? Заранее берите билеты. Вот как в хардкоре, чтобы не получилось. Там 1000 человек стоят возле улицы, мне пишут: Баха, есть билет или нет? Вагаб, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалям. Первый вопрос, который я тебе задам, это про твою карьеру, конечно, в первую очередь. Что у тебя происходит? Будешь ли ты выступать на грандиозном турнире, правда? Карьеру, которую я остановил. Как это остановил? Да, я ее на самом деле остановил, занялся здоровьем, своими семейными личными делами и т.д. и т.п. И пока, ну, есть сейчас разговоры ходят вокруг вот эти рядом, справа-слева. Ага. Посмотрим, может быть, что-нибудь замутим в ближайшее время. Пока конкретики нет. Пока конкретики нету. Но ты... Ну, я в обоими тренируюсь, восстанавливаюсь после операции. Ничего, прооперировал, уже нормально, все. А, чисто из-за здоровья, да? Могу запустить отсюда, да. Все. Отлично, брат. Сейчас на самом деле на слуху гран-при ACA в 92 килограмма. Нет желания ворваться? Ну, да, это опять же вопрос к моему здоровью, пока я не готов говорить об этом смысле. И врываться тоже уже не ворвешься, они уже там все активные, уже дерутся. Серьезное гран-при, там мой земляк Муслим, там ваш, скажем, земляк, ну наш общий брат это Фаридун. Машаллах. Да, Адилов. Хороший состав, там бразилец крепкий есть, имя не помню его. Бьющий пацан, тяжелой костью. Армянин там есть тоже крепкий парень. Есть ребята, серьезная гран-при, серьезная позиция. Ну, касаемо меня сегодня, ну это вообще пустой разговор получится. Ну, во-первых, здоровье, во-вторых, и с огонками сейчас это все неинтересно. Да. Конкурентная гран-при будет, конкурентные бои. Вот именно эту категорию я буду смотреть. Я на самом деле мало боев смотрю в последнее время, последние 7-8 месяцев, как отошел от этой движухи немножко. Редко бои смотрю, но это гран-при буду смотреть. Ты приедешь на турнир? Это вот уже 11 августа, недалеко, да. Кстати, вот, да, здесь будет, да. Я в курсе, если в Москве буду находиться, конечно, приеду. Что думаешь по поводу боя Фаридуна Адилова против Вагнера? Ну, я-то, само собой, мы с тобой вместе, мы все болеем, переживаем за Фаридуна, да? Но это Вагнер, насколько я знаю, выносливый парень, длинные бои, такой терпеливый. Перетерпеть надо Фаридуну, и я думаю, на классе он должен обойти. Все равно школа больше борцовская, ударная, у Фаридуна чуть выше. Ну, мое мнение такое. Отлично. Ты, наверное, еще тренируешься с Мусаевым, знаешь его лично, да? Потому что наш брат Мусаев, они все тренируются в одном зале. Вот. Да, ты не в курсе, что происходит вообще? Я у них в зале не был. Не был, да? Это вообще ученики Расула. Ага. Магомед Алиева. Там старый мой друг, товарищ боец. Да. Мы с ним еще... Золотой человек. 2003-2005 года еще, представляешь, столько лет прошло, 20 лет, 18 лет прошло, мы с ним тренировались. Тогда только первый клуб у нас был в Дагестане бойцовский, один из первых. Боец назывался. В клубе в Спартаке мы там в парке, если он услышит, вспомнит по-любому. Мы с ним одноклубники, вот, мы с ним как бы, да, с тех времен. Но в зале у него, представляешь, ни разу не было. Я был на открытии, когда это открывали Fight Nights. Академия Fight Nights был, да, было такое. Вот я был на открытии и все. Я в этом зале ни разу не был, но видео смотрю, вижу, как ребята тренируются, состав серьезный, гости приезжают к ним. Там, ну не только Мусаев и Муслим, там серьезный состав в тяжелом весе, тяжелом весе, там оппозиция. Были мысли как-то, когда сам готовился к ним на сборы, то есть, ну, как-то несостыковка, местоположение, то я тут, то там, вот так. Если бы здоровье позволило тебе, ты бы ворвался бы в этот гран-при? Конечно, всем, кто меня знает, меня понимает, наверное, я за конкурентные поединки. Мне ну, где вот, если кто-то гонится там за медийкой, там, за пиаром, за деньгами, хотя сегодня деньги тоже уже немножко вырвались, да, в приоритете, скажем, вперед. Но я всегда гнался вот, за конкуренцией, за, как бы сказать, за историей, да.
Мне было бы интересно, но пока об этом не хочу. Пока себя давно уже тоже не видно в ММА именно в ММА. Последний раз старался, по-моему, Юсуфит, по-моему, нокаутировал, Нет, да? последний раз я защищал пояс Давида Бархударяном. А, да, точно. Как раз Юсуфи уже 2 года прошло. 2 года просто. Да. И потом дрался на кентусах. Ага. На кентусах дрался. Ну, это не ММА, чисто в кентусах. Да, Бокс я кент. знаю. Тоже уже год почти прошел. История с Минеевым. На чем она вообще, чем она закончилась? С ним, там мы так поздравили друг друга в тот день, когда мы с поясами сфоткались оба. Поздравили, не то что поздравили, сделали face-to-face такой, скажем, победный, да. Поздравлять я не буду его с тем боем, он выиграл моего друга, моего брата Мохаммада. Ага. Да, а так Вова хороший спортсмен, титулованный, еще в прошлом титулованный кикер. Так, ну, были переговоры, потом то вес, то в каком виде спорта, бокс, кикбоксинг, ММА, все это вот так закрутилось. Потом вот ситуация с СВО, уехал он, и как-то все, я там прооперировался. Возможно, что-нибудь в будущем, в ближайшем придумаем. Я слышал, что он вес набрал тоже. Вот, насколько я знаю, сейчас будет кикбоксировать, да, с Магомедом Исмаиловым? Точной информации, слухи есть такие, но конкретики я тоже не знаю. Тоже знаю. Вот Лысый здесь как раз, я думаю. А у Лысого какие планы? Лысый, по-моему, он хочет только боксировать пока. А, боксировать, да? Правильно. Да, по-моему, бокс. По-моему, кик он не будет, это что-то какой-то запуск. Тебя подставляют здесь. Как тебе зал, брат? Четкий, вообще пушка. Скажи же, да, бомба, да, скажи. Я только говорю, давай, да я вот здесь сейчас. Дай мне Взял абонемент? время. Не абонемент, я говорю, время дай мне, что ли. Ежедневно часов 5 нужно мне здесь. Четко, четко. И я буду здесь пахать. Все, за это интервью. 11 числа ждем тебя на турнире. Точнее, 4 сначала ждем здесь на Правде, Да. а потом 11 ждем тебя на ACA. Да, иншаллах. Там будет вообще бомба будет там Да, вообще. вместе, я думаю, вместе сядем аккуратненько в первом ряду с Да? тобой. Да? И покричим за наших братьев. Да, иншаллах.